В рамках программы «Болашакка Багдар. Рухани жаңғыру» Невская сельская библиотека подготовила онлайн-мероприятие «Герои казахского народа Батыры». Настоящий Батыр – сын степей, защитник Родины, тот, кто готов отдать жизнь за свой народ. Их имена навечно останутся в памяти казахстанцев. Кобланды Тоқтарбайұлы, народный герой, ставший легендой, происходит из рода Кипчак, племени Кара Кипчак. В сохранившихся преданиях и народных летописях его называют Кара Кипчак Кобланды. Судя по летописи, Кобланды жил во времена хана Абулхаира, внука Джучи хана, и был его полководцем. Жалантос Батыр. Жалантос происходит из рода Төрткара младшего Жуза, полководец, эмир Самарканда. В 1646 году происходит конфликт между бухарским ханом Абул-Азизом и иранским шахом. На стратегические города Хорасан и Балх претендовали как бухарское ханство, так и монгольская династия, правящая в то время в Иране. В результате разгорелась война. Согласно сведениям из исторического источника Тарихи Кипчак Хани Хаджам Кули Балхи, Жалантос Батыр собрал 100-тысячное войско, состоящее из бухарских воинов и казахских ополченцев, и разгромил иранцев. Карасай-Батыр. Много легенд сложено народом о Карасай-Батыре. Легендарный Батыр Карасай был известен не только в казахской степи, но и далеко за ее пределами. Не раз приходил он на помощь киргизскому народу. Джунгары, китайцы дрожали при упоминании его имени. Хан Исым присвоил Карасаю титул Карасай-Батыр. В настоящее время потомки Карасай-Батыра проживают в Жетысу. Букембай Карабатыр-Улы – видный государственный деятель, известный батыр и потомственный би, один из основных организаторов освободительной борьбы против джунгаро-калмыцкой агрессии в XVIII веке. Букембай Батыр всю сознательную жизнь провел в военных походах и войнах с внешними врагами. Начал свой героический путь в 1690-х годах в войнах с калмыками, джунгарами, русскими казаками и частично с башкирами. Букембай Батыр – национальный герой Казахстана, великий казахский полководец, главнокомандующий армиями 3 казахских жузов, не потерпевших ни одного поражения в своей военной карьере, 103 сражения, дипломат. В честь Букембай Батыра назван проспект в Нур-Султане, на котором находится памятник ему, улицы областных и районных центров Республики Казахстан, историко-краеведческий музей и казахская средняя школа города Ерейментау, Акмолинская областная школа-интернат для одаренных в спорте детей и так далее. Кабанбай Батыр. Кабанбай Қожықұлы, Каракерей Кабанбай, Дарабоз, знаменитый казахский батыр. Настоящее имя Ярасыл. Один из военачальников, непосредственно участвовавших в борьбе против джунгарских завоевателей. В народе его прозвали Каракерей Кабанбай. О Батыре сохранилось много достанов, поэм, написаны специальные исследования. В жизни и героизм Кабанбая воспели Бухар Жырау, Атамберді, Отембай, Дулат и другие акыны. В Национальной академии наук о нем есть материалы в отделе древних рукописей. Отеген Батыр. Отеген – один из знаменитых батыров, боровшихся с джунгарскими захватчиками в первой половине XVIII века. Происходит из племени Дулат старшего Жуза. Имя Отеген Батыра стало в народе легендой. Первым его воспевал дед Сүйімбай, Акын Кузен. По материалам источника Делебаева, такие акыны, как Тлемыс и Майхот, тоже воспевали подвиги Отеген Батыра. До нас дошел достан Отеген Батыр в исполнении Джамбыла. Раимбек Батыр. Жизнь Батыра Раимбека прошла на переломных этапах казахской истории. Вступив с детских лет в народное ополчение, Раимбек был очевидцем трагических событий великого бедствия джунгарского владычества. Его имя стало символом целого рода и приобрело священный ореол. В боях и походах с ним был любимый конь Кокмойнак и огромный белый верблюд Атан. Раимбек сыграл большую роль в окончательном вытеснении джунгар с юго-восточных рубежей казахских земель. При его активном участии были определены границы по рекам Текес и Каркара. Воздвигнутая им огромная красная стена в Нарынколе стала памятным знаком при определении казахско-китайской границы. Наурызбай Батыр. Наурызбай Кутумбетұлы – герой войны против джунгар, один из 3 знаменосцев Аблайхана.
Полководец, глава Тумена, 10-тысячного войска. Вся жизнь Наурызбай-Батыра прошла в войнах с джунгарами. В 1750-1752 годах он вместе с батырями Малай-Сары, Кыска-Малаем и Шапрашты-Каскары одержал победу над джунгарами, отбросив их за Турфан, нынешняя территория Китайской Народной Республики, и освободив из плена множество казахов. Сырымдатов, старшина казахского рода Байбакта, предводитель народного антифеодального и антиколониального движения казахов младшего Джуза в 1783-1797 годах. В 1947 году российский историк Михаил Вяткин опубликовал книгу «Батыр Сырым», за которую получил Сталинскую премию. Но времена быстро изменились, и через несколько лет имя Сырыма Датова оказалось в СССР под запретом. В независимом Казахстане имя предводителя первого освободительного движения против национального угнетения подняли из забытия. Барак Сатвалдыұлы, известнейший батыр, управляющий би-родоправитель, организатор освободительного восстания против колониальной политики Российской империи. Барак Сатвалдыұлы был одним из самых авторитетных и влиятельнейших личностей в Западном Казахстане. За свою долгую жизнь участвовал почти во всех социально-политических событиях региона. Асау Баракұлы, известный батыр, потомственный управляющий би-родоправитель, организатор освободительной борьбы против колониальной политики царской России, сын Барака Сатвалдыұлы. В 1783-1797 годах участвовал в восстании Сырыма Датұлы. В 1822-1826 годах был одним из организаторов освободительной борьбы под руководством Жуламана Тленшиұлы. Дауд Асауұлы, известный батыр, потомственный управляющий, би-родоправитель, организатор освободительной борьбы против колониальной политики царской России, сын Асау Баракұлы. Исатай Тайманов, казахский батыр, старшина младшего Жуза, руководитель Народно-освободительного крестьянского восстания казахов в Бакеевской Орде и западной части младшего Жуза в 1836-1838 годах. 12 июля 1838 года основная группа повстанцев численностью около 500 человек во главе с Исатаем в районе междуречия Ахбулак и Хиул вступила в бой с превосходящими по численности карательным отрядом подполковника Геке и потерпела поражение, а их руководитель Исатай погиб. Амангельды Иманов, народный батыр, организатор национально-освободительного восстания казахского народа в 1916 года, потомок имам Батыра, сподвижника и соратника Кенесары Касымова. Жизнь и борьба Амангельды отражены в произведениях поэтов и писателей, художников, композиторов, кинорежиссеров.